Время на сцене театра Тинчурина будет премьера. Это будет спектакль, посвященный судьбе самого многострадального поселка республики Камских Полян. Эта история известная. В 1990 году под давлением общественности было остановлено строительство атомной электростанции. И с тех пор поселение, которое задумывалось как когда-то город атомщиков, так по большому счету и не нашло своего пути. Работы в поселке немного, людям приходится ежедневно отправляться на заработки в Нижнекамск и Челны. Так что в общих чертах понятно, о чем будет спектакль. Но интересно, что у спектакля пока нет ни названия, ни какого-то литературного материала. Все это только предстоит написать. А вот режиссер и актеры в Камских Полянах уже побывали. Творческая группа во главе с известным режиссером Туфаном Имамудиновым таким образом приступила к сбору материала, который ляжет в основу будущего представления. Несколько дней группа прожила в поселке, говорила с людьми, набиралась впечатлений. Я не припомню еще такого, чтобы не только режиссер и сценарист, но и актеры так глубоко погружались в пока еще даже несуществующий материал. Что это? Современное искусство, какие-то новые формы. Из Камских Полян. Михаил Любимов. Если бы Шекспир или Чехов, Горький или Островский написали бы в свое время хоть полстрочки о Камских Полянах или мельком упомянули бы их хоть в одной из своих пьес, творческой группе из Казани тогда не нужно было бы приступать к представлению буквально с нуля. Камских Полян, увы, еще не было даже во времена Горького. В этом году у поселка, кстати, юбилей – 40 лет. Мало. Великие прозаики и драматурги не ходили по этим улицам и не оставили нам никаких ярких образов и серьезных мировоззренческих вопросов. Но даже если бы и оставили, образы бы давно потухли, а вопросы отпали, поскольку Камские Поляны – территория переменчивых перемен. Мы не станем сегодня вспоминать эту весьма длинную историю, все эти стадии принятия неизбежного, через которые прошел поселок от отрицания до принятия. Главное, что эта история, оказывается, все еще жива, и она волнует вот этих достаточно молодых творческих людей из Казани. Актеры театра Тинчурина, сценарист Йолдыз Минулина и режиссер Туфан Имамудинов. Каждый из них здесь впервые, но в данном случае это скорее плюс. Современное искусство современно. И действие пьесы вряд ли будет описывать события только 80-х годов прошлого века. И творцы приехали посмотреть скорее на то, что есть, чем на то, что было. Рубцы времени, рубцы истории здесь оставлены очень сильно. От одной мечты до другой. Да, до другой мечты. 90-е тоже и казино, и какой-то такой дикий капитализм, лик города, лик пространства. Вот как это все меняется в нынешнее время. И люди как меняются в этом пространстве. Я когда ехала, вообще старалась не формулировать никакого отношения, потому что, мне кажется, если ты сформулируешь, то ты будешь искать подтверждение своей... То есть у вас вполне научные изыскания, да? Да. Вы будете писать сценарий? Да. В каком жанре, пока непонятно. Непонятно. Это Трагедия, тоже исходя из интервью всех. А вот переход был же, вот этот, закрыли всю станцию. Как пережили? Наверное, мы не проговорили главное, ведь никакой пьесы еще нет. Ни названия, ни жанра, ни сюжетной линии, ничего этого нет. Пьеса эта пишется вот сейчас, на наших глазах. Сценарист здесь не единственный, формирующий представление. Представление формируют и сами актеры, которые ищут в прямом смысле слова. Они проведут здесь целых 5 дней, поговорят с десятками старожилов. Даже так. Работы нет. И перспектив пока не видно, да? Ну, конечно. Актеры сами ищут себе роли. Так получается. Надо же еще с людей вот эту информацию вытаскивать. Как это? Это другая профессия. Профессия, наверное, интервью, брать интервью. Это, конечно, оказывается очень-очень тяжело. Спасибо вам. Вы сегодня на моем месте. Да, это совершенно другое, оказывается. Ну,
интересно. Люди не сразу раскрываются. Нет, да? нет. У вас впервые такое, что вот так погружаетесь, что называется? Да, в нашей театральной жизни, особенно в театре Тинчурина, такое впервые, по крайней мере, как я знаю, может, там 20-30 лет тому назад, может, такое было где-то как-то без что-то. сценария. Без сценария, да. А тут мы ищем, людей смотрим, хотя, кстати, люди очень интересные. Очень важно, что артист погружается именно в атмосферу того пространства, вокруг которого будет простроен спектакль. Причем артист еще не знает, какую роль он будет играть. Да, какую роль он еще будет играть. Как и бы подыскивает ее. он и подыскивает, и он становится таким своеобразным соавтором спектакля. То есть он такой и драматург, и художник, поэтому, мне кажется, актеры уже должны быть такие более универсальные. Татарская АЭС. Нет в Камских Полянах более подходящего места для размышлений о романтическом будущем прошлого. АЭС потихоньку стирается и с памяти народной, и с лица земли. Но этот образ до сих пор ничем не занятой пустоты и утраты, несомненно, найдет свое отражение в будущем произведении. Из этих разбитых окон, в которые когда-то вылетели все надежды местных жителей, окружающий пейзаж и само наличие теплящейся в нем еще жизни и перспектив смотрятся как-то иначе. Наверное, отсюда и начнется повествование. Но оно пойдет дальше. На самом деле у многих, вот кого я знаю, кто связан с Камскими Полянами, есть такое ощущение, что он такой очень депрессивный, что люди отсюда уезжают. Но когда сюда приезжаешь уже, видно, они давно здесь не были, ну, такое ощущение не складывается совершенно. Ну, действительно, вот мы с вами сейчас можем оглянуться, посмотреть. Ну, да, это не исторический центр, как в Казани, но нет ощущения какой-то вот трагедии. Да, нет. Этого не чувствуется, но, тем не менее, она как-то живет в людях, и, наверное, вот это вы хотите увидеть. Ну, да. Посмотреть, на самом деле, живет ли или нет. То есть, вот это наше ожидание и реальность, они совершенно разные вещи. В свой юбилейный год Камские Поляны выглядят неожиданно свежо и опрятно. Мы тоже тут не были несколько лет и тоже были удивлены. Возможно, благоустроен и трудоустроен здесь по-прежнему не каждый житель, но вполне благоустроен сам поселок. Появились живописные дворы и общественные пространства, ничуть не хуже остальных. Появляются дети. Возможно, они доживут и домчатся, наконец, до какой-то точки «Б», все время маячащей впереди. Давай, несем. Декорация! Поэция состоялась! Такие камеры я впервые вижу. Сейчас поселок по-прежнему называют депрессивным. Это так? Нет, я 100% вам гарантирую, нет тут депрессивности никакой. На сегодняшний день, я считаю, в поселке созданы все условия для нормального проживания наших граждан. У нас есть и школы, отремонтированные 2, есть отремонтированы 2 садика, еще 2 на очереди. Есть спортивные сооружения, есть бассейн, есть общественные пространства по программе федеральной, которая работает и на нашей территории тоже. Учитывая крупный промышленный узел Нижнекамск, Камские Поляны находятся в зеленой экологической зоне рядом Кама, есть общественные пространства, есть где погулять, отдохнуть. Я считаю, что никакой депрессивности на сегодняшний день речи не идет. Вот вам и творческая задачка для современных авторов. Прошлое, будущее, настоящее. Что предпочесть? Куда углубиться? Хорошее представление. Вот, наверное, чего мы ждем от них во всех смыслах.
Хорошо то, что все это будет настоящее. Потому что мы так отвыкли от настоящего, так привыкли к подделкам и фальшивкам, Да. даже на сцене, Да. что вы здесь что-то настоящее найдете. Вот именно хочется, чтобы не сыграть, а вот прожить всю эту проблему. Не то, что проблему, просто вот прожить вот эту жизнь. «Прожить» – хорошее название для будущей пьесы. Впрочем, нет, на этом мы умолкаем. Это будет их представление. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.